Дело в том, что до 5 лет меня вообще чуть ли не аутистом в детском саду считали. Я почти не разговаривал. А потом в 6 лет меня мама отдала в 8-ю музыкальную школу. Спрашивали, кем ты хочешь стать? Я говорю, пианистом и органистом. Люди исполняют. Вот. Поют, там, играют, они хотят показать свой голос. Там. Ничего нет сильнее тишины. И в поэзии, и в живописи, и в литературе, и в музыке особенно. Культура – это же не ложечка и вилочка кушать. Это внутреннее состояние. Нужно уметь, как великие умели, абстрагироваться и не обращать внимания на хвалят тебя или нет. Делать свое дело. Какие у тебя отношения с отцом? Никогда такого не было, потому что отец занимался песенным народным татарским творчеством, а я академист. Здесь никаких разногласий не было. Отец абсолютно простой человек. Бавлы раньше это была чуть ли не деревня. Я очень хорошо понимал масштаб человека, его скромность, простоту. И, как он говорил, вот я при отце боялся что-то лишнее сказать. Я практически любому человеку, среднего и старшего поколения, когда Ганс Сайфуллин говоришь, о, да, Туган ауылдың Мурама, Милявше, Акбузаты, ну и так дальше. Это в душе людей. Вот то же самое Рустем Баяхин. Если бы он даже написал только один Садуаш, и так далее. Все, этого достаточно. Ну, мелодист, татарский. Больше таких я пока не слышал. В 16-17 лет вот Рустем Баяхин подошел ко мне и говорит, вот запиши, пожалуйста, Сандугач. Потом Фасиль Абы сонатину свою попросил. Мы ездили там в зале Рахмани, в Москве, в Петербурге. И я записал, не задумываясь просто. И через года вот люди говорят, о, как это звучит по-татарски, мамбар. А я даже не понимал раньше. Видимо, в крови это существует. Фортепианной музыки татарской не так много, как хотелось бы, конечно. И скрипичного диска еще до сих пор нет. Надо записать нам скрипичный этот диск обязательно. Но все, что-то руки не доходят, и финансовой поддержки особой нет. Это же не нам надо. Это нужно государство. Должно быть. Часто деньги выделяются на определенные мероприятия. А системы того, чтобы развивать суть, не существует. У меня душа болит. Это не обсуждение какое-то, не то, что я хочу сказать, что это неправильно. Кто я такой? Я простой музыкант. Просто душа болит. А отец воспитанием как таковым не занимался. Просто своей личностью, своим внутренним состоянием он помогал мне развиваться. Когда приходили люди, Усман Альмеев великий, и хвалили моего отца, и говорили, как он мелодист, какой замечательный баянист. Не надо забывать о том, что у отца есть очень много сложных произведений, которые он сам сочинил. Раньше же композиторы-песенники, которые песни сочиняли, они в советское композиторство не входили. Это самодеятельные композиторы считались. Сегодня это уже как бы немножко грань размылась, и неважно, поэт-песенник уже как бы профессиональный композитор считается. Вот как Ильхам Шакиров однажды сказал, ты неправильно играешь. Я говорю, Ильхам Абыш, что ты меня учишь? Ты вокалист, я пианист. Он говорит, я не вокалист, я певец. Громко-то все умеют петь, тихо не умеют. Когда приходили там, Айрат Арсланов у нас читал там стихи, у меня мурашки бегали, я маленький, я ничего не понимал, но сам масштаб личности настолько прям и все, и просто теряешься. Вот как должно быть. До 12 лет у детей развиваются перепонки ушные. Они не слышат. И чем больше ты... Вот почему на улице дети бегают и кричат все время? Они не слышат. И от того, что ты кричишь на него, это бесполезно. Ты только испугаешь его, и он просто не поймет. Нужно уметь остановить взгляд и тихим голосом объяснить. Мне в этом смысле с отцом повезло. Сдержанность, каждое слово проверено. Основной его педагог был Томас Дуйс. Это немец в Австрии. Ему было 39, мне там 20 с копейками. Но когда я пришел к Александру Юрьевичу Сацу, он сказал, вас учили играть в рояле, а я вас от рояля научу играть. И вот он всегда говорил, Сергей Васильевич Рахманинов сам, он начинал с 3 пиано и заканчивал меццо-фортом. Он все играют 3 форта. Также и вот певцы поют.
Для меня было это просто потрясение, когда он начал играть Скрябина, у меня мурашки просто забегали. Это средство не скоростью, не беглостью пальцев было сделано, а внутренним состоянием. Я очень долго искал, как найти вот тот звук, ощущение формы. Это не получалось. Вот вроде только нашел, опять ушло. Только нашел, опять ушло. И когда вот у меня ушла мама, папа в мир иной, и там, ну, какие-то личные переживания. И вдруг в какой-то момент я понял, что вообще не надо играть. Просто сиди и вот сконцентрированно, вот как молитву читаешь, вот такое должно быть. Недавние события, вот несмотря на то, что мне 56 лет, я уже думал, что ну, все, вот в Лояне, наш концертный зал в университете, ну, приехала одна известная китайская пианистка. Хорошо играла все, ну, 3 хлопка. И потом был мой концерт, ну, меня не отпускали минут 10, просто ор, крик, там, визг стоял и так далее. Я подумал, ну вот, наконец-то Господь что-то дал. Все вот я на международных конкурсах сижу, вот часто в жюри, столько хороших детей, поют лучше профессионалов, там уже известных народных артистов. Ну, все на одной позиции. В Казани, да где только я не работал. Вообще в студенческие годы нет ни одного ресторана, где бы я не работал. Или какого-то там заведения. Это нормально, нужно было выживать. Но это очень большая школа. Я много лет работал в гостевых домах нашего правительства. Играл разную музыку. Это тоже воспитывает. Пианистов море, музыкантов единицы. Я иногда уезжал за границу, я потом уехал в Марокко, меня не было. Я был солистом королевского оркестра, преподавал там немножко. А потом приехал, опять стали приглашать. А сейчас уже приехал, вот уже нет. Не приглашаешь. А и не надо, ой, знаете, я и сам уже особо этого... Есть молодые, очень хорошие музыканты, слава богу, пускай работают. Нет, у меня сейчас другие задачи. Понимаете, как пианист в таком мировом или европейском масштабе я не сделал карьеру. И может это и правильно, потому что сегодня уже в моем возрасте больше нужно думать о том, что я могу отдать там, ученикам и рассказать о музыке другим людям. Вот этот мелодизм надо сохранять. Китайцы обожают свою культуру. Они не сохраняют, как мы, культурные традиции. Они у них есть и будут, и всегда были. И классику, допустим, ничего не может, там поет плохо. Как китайскую мелодию начала напевать, мурашки бегают. Надо быть добрым другим. А к себе ты добрый. А ты к себе добрый? Стараюсь. У Всевышнего просить избавить от гордыни себя, потому что понимаешь, что заносит иногда. Чтобы, не дай бог, когда тебя похвалили, не подумать, что я действительно чего-то добился в этой жизни. А у тебя есть в планах там эмигрировать, уехать? Ни в коем случае. После окончания консерватории уехал в Австрию. Я там 90-е годы, к сожалению, грешен, говорил, ой, чтобы я еще раз там приехал, хочу жить там. Прошли годы, я там пожил, здесь намучился. Там, попробуй за один день за квартиру не заплати в Европе. Денег нет, ничего, все закрыто, жестко очень. Это внешне так все красиво. Это я для молодежи говорю. Америка, это же вообще сегодня это такой ужас. Там, бандиты, бомжи. И так. Европа вся тонет тоже. Как бы ты ни выучил английский язык хорошо, все равно ты будешь чужим. Русская культура, она многонациональная, так же, как и татарская культура. Я не мультикультурный человек, я не люблю это слово. Просто, когда ездишь по миру, это же общая культура мировая. Не надо отрываться от нее тоже. Сейчас надо вернуться в Китай. Ну, надеюсь, что так и будет, потому что китайцы много говорят, иногда не выполняют свои обещания, но я думаю, что получится так, что сегодня я уже даже со студентами в основном не буду заниматься. Они молодцы, они ведут правильную политику. Когда они видят, что неважно, китаец ты или человек из другой страны, если ты что-то умеешь, в комитете по повышению квалификации педагогов. Поэтому вот, возможно, я буду заниматься такими вещами. И потом, если будут студенты, я все-таки буду теперь выбирать их, а не так, что мне дали.